Буковые деревья исполины своим внушительным видом еще издалека радуют путников. Однако под сенью этих деревьев, которым уже больше полусотни лет, в жаркую погоду ни жители Ингушетии, ни ее гости отдохнуть больше не смогут. Чья-то тяжелая, возможно, механическая рука оборвала жизнь этих зеленых когда-то красавцев. Конечная станция их прибытия не участок поблизости от леса в сельском поселении Мужичи. Манипулятор доставит их в другой пункт назначения. Сотрудники Комитета лесного хозяйства совместно с Совбезом, администрацией, Ростехнадзором и ГОВД проводят эти рейдовые мероприятия. Первой точкой и стал этот участок, где предприимчивые жители, видимо, решили открыть лесопилку. Хозяина, к сожалению, найти не удалось. Этот секвестированный лес, там Сунжское РОВД будет проводить свое расследование. Если на территории лесного фонда, это мы проводим. Если на территории муниципального образования, уже занимаются правоохранительные органы. Секвестированный лес, мы его далее будем передавать в Росимущество. Хотел бы обратиться и к нашим гражданам республики, чтобы они бережно относились к тем ресурсам, которые у нас есть, лесным ресурсам. Нельзя так относиться. У нас одна республика, одна родина. Мы должны беречь свой лес, лесные богатства. Следующая точка находится здесь же неподалеку. Есть много древесины, но нет соответствующих документов. По этому факту будет проводиться проверка. А пока компетентные органы выносят свое решение. Коли не едут. Ну тогда я забираю машину, машину его, смотри, а после айгаз, а вот ты машину опечатать тебя. Материал потом составлю. Как укажет руководитель подразделения, начальник службы РОВД. А я говорю, машину дает, кидай все, материал, суди вот, штраф наложим. Все. Подобные рейдовые мероприятия очень актуальны в нашей республике, особенно в год экологии. Мои прадеды жили здесь, это моя земля и мой лес. Руководствоваться этим принципом нельзя, говорят организаторы рейда. Ведь оформление документов очень важная составляющая любого предприятия. Мы требуем, просим, не то что требуем у подворья хозяина, чтобы он завел журнал, хотя бы завел журнал регистрации поступления лесопродукции. То есть я пришел, принес лесопродукцию, он записывает меня, Парчиев Халат Абдулович, столько-то кубов, проживая я где-то там, где-то. Мы больше ничего от него не требуем. Мы приходим, мы проверяем, говорим, откуда. Он показывает вот этого человека. Тогда мы пойдем по адресу к этому человеку, и он соответствующий, удостоверяющий, что это лес его, предоставить должен документ. Дальше уже там уже наша работа. Очередной адрес здесь заперто наглухо. Техника виднеется из-за забора, а самих хозяев не видно. Похоже, что предприниматели успели предупредить о надвигающейся опасности. В любом случае, рейдовые мероприятия будут продолжены. И даже с большей периодичностью к любителям обходить закон стороной будут наведываться сотрудники Комитета лесного хозяйства. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24.